Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Якутии завершено производство одной из самых масштабных и долгожданных картин якутского кинематографа – исторического фильма «Тыгын-Дархан». О работе над этим проектом, о том, когда ждать якутскому зрителю премьеры, мы спросим сегодня у режиссера-постановщика, сценариста кинофильма «Тыгын-Дархан» Никиты Оржакова. Никита Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, «Тыгын-Дархан» уже известен как самый дорогой и масштабный кинопроект в истории якутского кинематографа. Все ждут выхода фильма в прокат. На каком этапе находится работа над фильмом и когда зрителю ждать долгожданной премьеры? Так, значит, как вы знаете, вот кинотеатры открылись совсем недавно. Вот, и предварительно, конечно, мы ожидаем прокат, наверное, в конце октября, начале ноября, но до Нового года, если все пойдет хорошо. Ну, фильм «Тыгын-Дархан» – это реально историческая личность, сам Тыгын-Дархан. Каким он предстанет в вашей картине и насколько он отличается от образа, описанного в романе Василия Яковлева «Далана»? Значит, в основном, конечно, мы постарались идти по роману, особо каких-то таких резких отходов от романа нет, все в рамках романа. Но, конечно же, любая экранизация, она требует изменений, поэтому образ Тыгын-Дархана, он, во-первых, он стал моложе, чем в книге, вот, и он более разнообразным в разных пластах, в разных ситуациях жизни мы его будем видеть. Вот. И вообще это, конечно, неоднозначная фигура, сохранившая память, нашу память через буквально 4 века. Мы все равно его помним. И это человек, который, мне кажется, его мечты, они все исполнились вот в нас, в сегодняшних людях. Расскажите, пожалуйста, об актерах. Кто исполняет главные роли в этом фильме и как эти актеры на эти роли выбирались? Главную роль Тыгын-Дархан исполняет Бечеген Нюргун Микерайола. Это в миру он говорил Неустроев. Вот. И мне кажется, вот мне как режиссеру это очень большое открытие в будущем как актера. Вот. Нюргун полностью справился с задачей. Более того, он очень привнес свои какие-то личные переживания. В общем, он получился многогранным человеком. Не просто предводителем, не просто, скажем, царем или каким-то таким воеводой, а именно как человек. Он более интересен. Скажите, а было ли что-то новое, что вы открыли для себя, когда изучали историю эпохи Тыгына, и что посчитали необходимым обязательно передать якутскому зрителю? Да, конечно, было очень много потрясений, что-то я узнавал, многое другое. Конечно, огромная наша благодарность нашим консультантам, которые буквально и днем, и ночью мы могли позвонить, спросить, они нам всегда отвечали, давали свои знания, советы. И в основном, конечно, наши художники, это Петр Бояркин, постановщик, и художник по костюмам Дарья Дмитриева. Они, в общем-то, просто тщательнейшим образом изучали раскопки и вот эти последние костюмы, нашедшие
в ходе раскопок. А мы сначала, конечно, шли по своим соображениям, что примерно должно быть так, мне кажется, так. А потом это все подтверждалось раскопками. И, конечно, это мистическая немножко история, когда уже в начале фильма летом были произведены раскопки, и на основании этих раскопок подтвердились наши версии. И это, конечно, окрылило художников, и вот мы так вот двигались дальше. Ну и здесь еще можно отметить, что это уже может быть и к самому фильму относится, а это такие мистические явления, которые не могли мы не заметить. Орел один раз появился, второй раз появился. Мы уехали в другой улус, он и там появился. В общем, нас везде сопровождал орел, орлы сопровождали. А это тотемная птица Хангаласского улуса. Поэтому таких примеров на этом фильме было очень много. Нам природа всегда открывалась. Если шел снег, он останавливался. Если шел дождь, он тоже останавливался. Ветер там. В общем, природа, нам так, по крайней мере, показалось, что где мы бы ни были, природа нам всегда только помогала. Природа и люди. И вот в эти дни у меня, кроме слов благодарности, вот на ум ничего не приходит. Да, нам очень много. Это народный фильм, который наши якутяне, народ Саха, он создал сам. Все улусы, все люди, может быть, даже дистанционно, но они все участвовали, нам помогали. Поэтому я считаю, что это сугубо народный фильм выходит. Я надеюсь, что это будет и наша гордость общая, и наша общая победа. Но вот если судить по трейлеру, в фильме «Тагандархан» довольно много массовых сцен. Насколько сложно было их снимать вам как режиссеру, и привлекались ли каскадеры в сценах боев? Так, массовые сцены у нас доходили до 5-6 тысяч человек. Вот, например, в городе Якутске, в местности Исхатын. Там в общей сложности, да, от 5 до 6 тысяч человек приходили, они менялись. Один человек не может там подряд 2-3 дня ходить. Поэтому, учитывая так, вот у нас вышло примерно 5-6 тысяч человек. Да, массовые сцены меня поразили, конечно, мои чаропчинцы. Особенно мужчины, которые весенний очень холодный день, 3 дня подряд они стояли в такой тонкой одежде, в костюмах. 1000 мужчин и 130 всадников. Это все из одного улуса. И, конечно, там я понял, это тоже было для меня большое потрясение, потому что там я почувствовал вот наш якутский, скажем, северный характер, выдержку, хладнокровие и понимание важности, что мы делаем. Массовые сцены, конечно, всегда трудно снимать. Во-первых, это очень большая организация, это питание, это транспортировка. Не везде у нас условия, значит, в деревнях соответствуют, нет гостиниц и так далее. Вот это. Но несмотря ни на что, мы даже не обращали на это внимания, потому что мы чувствовали поддержку своего народа, своих людей. И это действительно просто поражало и окрыляло. Вот. Я говорю совершенно искренне. Но вот если говорить о сложностях, то что, можно сказать, было самым трудным в вашей работе как режиссера над этим проектом? Самое сложное, я не могу как-то что-то выделить.
Конечно, все было сложно. Но самое, наверное, сложное было, чтобы проект состоялся. И на это ушли очень, ну, не очень, а достаточно много времени. От задумки до воплощения. И это, наверное, самый сложный период. Убедить людей, что вот этот проект нужен, что несмотря ни на что, его надо сделать, и сделать именно в это время, когда у нас еще все сохранено, пока все есть. Вот. И да, вот это бы я отметил, что это самый трудный период. Но вот был момент, когда съемки только начинались, вы сказали, что фильм, возможно, изменит путь якутского кино. Что вы тогда имели в виду? Ну, кино, оно должно быть разное. В том числе и большие масштабные полотна тоже должны быть. Несмотря ни на что. Несмотря на расходы и так далее. И все время кичиться тем, что мы сняли там кино на очень минимальный бюджет, я считаю, это должно иметь место, но это не должно быть самоцелью. Я, например, ИСЭХ, наш национальный праздник, я же не могу показать 3-2 людьми. И никогда не надо путать авторское кино с массовым кино. В данном случае большие полотна это для зрителя это массовое кино. Вот. И особенно историческое кино. Вот это, наверное, я говорил, что придет время, когда мы все-таки дойдем до зрелости и начнем уже снимать такое большое кино, которое существует в мире, и до этого советское кино. Не такие, конечно, огромные полотна, но с хорошим бюджетом, с хорошими актерами. Вот это я, наверное, имел в виду. Но последнее время фильмы якутских режиссеров с триумфом просто одерживают победы на различных российских и международных кинофестивалях. Взять вот недавнюю победу на Кинотавре и призовое место на международном кинофестивале в Гренландии. Фильм «Тыгын Дархан» будет участвовать в конкурсах и фестивалях? Есть такие планы? Ну да, конечно, мы идем, но это историческое кино, и оно достаточно длинное, оно эпохальное, оно очень глубокое. И вот то, что я сказал, я повторяю, это массовое кино. Это не фестивальное кино, но, конечно, мы будем участвовать в более-менее больших, крупных фестивалях, если получится. Но это не самоцель. Это историческое кино, которое говорит о многом и о другом, мне кажется. Никита Иннокентьевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Ну и, конечно, с нетерпением ждем премьеры. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На работе над кинофильмом «Тыгын Дархан» и о том, когда ждать якутскому зрителю премьеры, мы узнавали сегодня у режиссера-постановщика, сценариста кинофильма «Тыгын Дархан» Никиты Аржакова. До встречи в эфире.